В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях четверга, 14 января, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Исполняющим обязанности мэра Якутска официально назначен Евгений Григорьев, когда пройдут выборы главы столицы. Предварительная запись на вакцинацию от коронавируса началась в Якутии, где есть возможность получить вакцину. Модернизация первичного звена здравоохранения продолжается. Еще один фельдшерский пункт открыли в регионе. Как не стать жертвой системы? У жителя Якутска судебные приставы требуют долги другого человека. В Ленском районе продолжает действовать программа по поддержке молодых специалистов, на что сделан упор в этом году. Остров Сахалин сквозь время. Выставка с таким названием открылась в столице. Как оказалось, у Якутии и Сахалинской области давние связи. Якутская городская дума провела сегодня внеочередную сессию о принятии отставки мэра столицы Сардана Авксентьевой. Большинство голосов, это 17 депутатов, проголосовали за добровольное сложение полномочий. Против отставки высказались 6 человек. Между тем, согласно уставу городского округа, дума после отставки тут же приняла решение и о назначении исполняющего обязанности главы. Им стал первый зам Евгений Григорьев. Отмечается, что это временная мера до вненародных выборов. Вопрос об их проведении будет решен в начале февраля на очередной сессии Гордумы. Также пока остается открытым вопрос, будут ли выборы проведены в досрочном порядке. По закону на это отводится 6 месяцев после принятия депутатами отставки мэра. Основные вопросы, которые сегодня задавались, это, конечно же, депутатов волновали вопросы о дате назначения выборов. Также ряд депутатов подняли вопрос о нашем регламенте по порядку голосования. Но здесь у нас закон говорит о том, что мы должны принимать наши решения большинством голосов от присутствующих. То есть за принятие этого вопроса, я как сказал, был у нас один, проголосовало 17 депутатов, один депутат у нас воздержался, и 6 депутатов у нас проголосовало против. Мы должны в плановом режиме подойти к исполнению всех планов, по поставленных нам по национальным проектам, по социальным обязательствам города Якутска. Мы в той же команде остались, поэтому для нас все задачи, которые были поставлены нами главой Сарданой Владимировной, они нам ясны, пути реализации их понятны. Поэтому в плановом режиме сегодня мы работаем так, чтобы горожанин не почувствовал каких-то изменений. Для горожан все должно остаться в текущем режиме. Те планы, которые перед нами стоят, мы работаем, и город должны удержать в нормальном состоянии. В ситуации с коронавирусом наступает переломный момент. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на Гайдаровском форуме, который в этом году посвящен теме России и миру после пандемии. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, сказал глава правительства. По мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю, подчеркнул Мишустин. Отметим, что глава Якутии А.С. Николаев также принимает участие в работе Гайдаровского форума. В этом году он проходит в смешанном формате. Эксперты и спикеры выступают на дискуссионных площадках, а участники наблюдают за ходом обсуждений онлайн. Между тем, предварительная запись на вакцинацию от коронавируса началась в Якутии. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. На сегодняшний день в республике имеется 5000 доз вакцины от COVID-19. Вакцинация идет в Якутске и в 8 районах республики. Очередная партия вакцины, это 2200 доз препарата, поступила в регион накануне и направлена в Вилюйскую группу Улусов и город Мирный. В начале следующей недели ожидается поступление еще 22 000
тысяч доз, которые также распределят по районам, сообщила министр. Вакцинация будет проводиться только в государственных медицинских организациях. Выезд прививочных бригад на предприятие возможен только при наличии заявок свыше 1000 человек, подчеркнула Елена Борисова. Хочу сказать людям, которые провакцинировались уже, чтобы всегда заполняли дневник самоконтроля, который размещается на сайте госуслуг. Там есть напоминание, каждый раз приходит СМС-оповещение о том, что нужно зайти и заполнить дневник самоконтроля. Это очень важно для динамического наблюдения. Хочу сказать, что уже привито на сегодняшний день 1800 человек, 324 человека получили уже полный курс, то есть закончили вакцинацию. Пока в Республике Саха-Якутия нет каких-либо случаев осложнений, каких-то побочных эффектов. Все, в принципе, хорошо вакцину переносят. Бывают небольшое недомогание, которое предусмотрено, в том числе по инструкции к этой вакцине. Небольшое, может быть, повышение температуры, ломота в теле, либо болезненное ощущение в месте укола. Прочих же осложнений не зафиксировано. За минувшие сутки в Якутии выявили 141 новый случай коронавирусной инфекции. По информации оперштаба региона, на Якутск приходится 60 случаев. В Мирнинском районе 19 заболевших, в Алданском и Нерюнгринском по 12, в Мегино-Кангаласском 11, в Ленском 6. Еще в 10 районах зафиксировано от 1 до 4 случаев заболевания. За сутки лабораториями региона проведено порядка 2800 исследований на коронавирус. Заболеваемость респираторными инфекциями и COVID-19 в Нерюнгри идет к снижению. Принятые меры в конце прошлого года дают свои плоды. Подробности в материале Ирины Кичигиной. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции сегодня имеет положительную тенденцию к снижению. Все образовательные учреждения после новогодних каникул начали работу в обычном режиме. Положительная динамика наблюдается и по заполнению стационарных отделений. На данный момент заполняемость больными коронавирусной инфекцией составляет не более 50% от коечного фонда инфекционного отделения. На сегодняшний день в Нерюнгринской больнице развернуто 140 инфекционных коек. Заполняемость составляет 70 человек. Оснащение инфекционных госпиталей у нас в полном объеме, оборудование работает. Ну и лекарственное обеспечение тоже у нас достаточное. Все препараты есть для тяжелой категории пациентов и для, в принципе, средней степени тяжести. По заболеваемости респираторными инфекциями для Нерюнгри 2021 год начался весьма удачно. Сейчас она составляет в среднем минус 70% по отношению к эпидпорогам. Улучшению всей эпидемиологической ситуации способствуют погодные условия, которые не позволяют массового скопления населения, и в целом мероприятия по разобщению людей. Однако имеют место нарушения масочного и противоэпидемического режима на объектах торговли и общепита. За данные нарушения граждане и юридические лица несут административную ответственность. По санитарной статье, это часть 2 статьи 6.3, которая предусматривает весьма высокую ответственность как на физических лиц, это от 15 тысяч рублей, так и на юридических лиц, где уже сумма штрафа исчисляется сотнями тысяч. То же самое касается и административной ответственности по статьям, которые применяются органами правопорядка. И все же необходимо не забывать, что самое главное – это не грозящее наказание, а то, что несоблюдение мероприятий, которые предусмотрены санитарным законодательством, ведет к тому, что остановить распространение инфекции будет гораздо сложнее. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Сегодня в селе Старая Табага открыли новый фельдшерский пункт. О новом медучреждении и модернизации здравоохранения в целом. Материал Петра Васильева. Год здоровья в Якутии начался с радостных новостей. Жители Старой Табаги в пригороде Якутска теперь смогут получать еще более качественную медицинскую помощь. В селе открылся модернизированный фельдшерский пункт. Это сегодня, наверное, очень актуально тем, что в послании главы республики было сказано очень много по развитию первичной медико-санитарной помощи, по приближению в шаговой доступности медицинской помощи населению. И мы сегодня видим один из основных результатов этой работы.
Обновленное здание площадью 60 квадратных метров оснастили всем необходимым медицинским оборудованием. Для всех 500 жителей села здесь будет работать фельдшер. Ранее помощь им оказывалась в переоборудованном здании старой школы. В январе месяце мы откроем еще 5 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах нашей республики и завершим первый месяц открытием медицинского учреждения на севере, поликлиники в Верхоянском Улусе. Для себя мы поставили достаточно амбициозные задачи, имея для этого подкрепление в виде достаточно четкой программы модернизации здравоохранения. В Якутии на модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 года направят свыше 12 миллиардов рублей. На эти средства планируется закуп медоборудования, автомобилей, ремонт и строительство медицинских объектов. Таким образом, к концу реализации программы большее число якутян смогут получить доступ к качественной медицинской помощи. Петр Васильев, Павел Пахомов, Старая Табага, Якутск. Консультации кардиолога и онколога получили сегодня жители города Томот Алданского района. Выездные приемы как в Томот, так и в село Хатыстыр врачи районной больницы планируют проводить регулярно. Насколько важна доступность медицинской помощи для жителей, узнала Татьяна Вахнина. В феврале жительница города Томот Вера Чингаева планирует ехать в Якутск на операцию. На этапе подготовки к вмешательству консультация кардиолога необходима. Попасть к специалисту, не выезжая в райцентр, Вере Ивановне возможность представилась. Выездной прием в Томоте провели врачи из Алдана. Очень нужен кардиолог. А то приходится ездить нам и в Алдан, и в Якутск. Консультации врача-кардиолога требуются большому количеству пациентов. Показатель сердечно-сосудистых заболеваний особенно высок в промышленных районах, и Алданский не исключение. Стоит отметить, что инфаркт не всегда настигает внезапно, однако на его предвестники пациенты зачастую не обращают внимания. Инфаркт миокарда, инсульта – это осложнение артериальной гипертензии. И само по себе профилактика артериальной гипертензии и хорошо подобранная терапия артериальной гипертензии – это профилактика как раз инфарктов миокарда и инсультов. В соседнем кабинете работает врач-онколог. Час окончания приема не обозначен. Консультации получили все пациенты. Сегодня на учете у онколога состоят более 600 человек. Свыше 40% составляют жители города Томота. Сюда мы приехали в первую очередь это посмотреть первичных пациентов, и также мы должны проконтролировать диспансерную группу. Любовь Гурская однажды победила рак. Теперь контроль за здоровьем нужно осуществлять непрерывно. Онкологические болезни могут рецидивировать. В Алдан Людмиле Антоновне ездить не всегда удобно. Выездной прием в поликлинике Томота снимает эту проблему. Спасибо большое врачу. Рада. Не знаю имя, отчество. Первый раз, конечно. Приятно. Вообще не все получила, то, что ответ, который я задавала. Все мне ответили. На ранних стадиях онкологические заболевания поддаются излечению. Коварство новообразования, однако, заключается в том, что на начальных этапах симптоматика отсутствует. В больнице города Томот прием алданские врачи сегодня провели впервые. Приезд кардиолога и онколога очень-очень значим для нас, для нашего населения. Мы очень-очень рады этому. До этого к нам приезжали и окулисты, до этого у нас приезжает ежемесячно врач-психиатр, как по медосмотру, так и по приему. Онколог и кардиолог планируют консультировать жителей Томота и близлежащих поселков еженедельно. Также выездные приемы будут проходить в селе Хатыстыр. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее в итоговых новостях. Как не стать жертвой системы? У жителя Якутска судебные приставы требуют долги другого человека. В Ленском районе продолжает действовать программа по поддержке молодых специалистов, на что сделан упор в этом году. Остров Сахалин сквозь время. Выставка с таким названием открылась в столице. Как оказалось, у Якутии и Сахалинской области давние связи. Продолжаем выпуск. Как не стать жертвой системы? В соцсетях распространилась информация жителей Якутска, с которого судебные приставы требуют долги другого человека. Совпали персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество и дата рождения. Есть ли выход из подобных ситуаций и кто в них виноват, разбирался мой коллега Дмитрий Тымыров.
Николай впервые столкнулся с такой ситуацией еще в 2017 году. Тогда сумма, которую требовали судприставы погасить, составляла более 1 миллиона рублей. После личного обращения к судприставам вопрос был решен. Но недолго музыка играла. Буквально через пару месяцев ситуация повторилась. Я тоже удивился тогда, да, и обращался к руководителю управления Никифорову Алексею Артамоновичу. Но они мне дали постановление, вот я бумажку держу, да, об отказе удовлетворения жалобы, на которую я вот жалобу подавал на неправомерные действия сотрудников городского отделения судебных приставов. И вот в новом 2021 году, когда хотели составить налоговую декларацию через портал госуслуг, увидели в личном кабинете уведомление об очередной задолженности уже за услуги электроэнергии. А на самом деле у семьи таких долгов нету. Судебная задолженность в размере 14 562 рубля вроде. И я решил подойти в Якутское отделение судебных приставов. Здесь ситуацией разобрались и решили отменить судебное постановление. После публикации статьи от представителя ПАО «Якутэнерго» поступило заявление об отзыве исполнительного документа без исполнения. И 13 января 2021 года судебным приставом-исполнителем исполнительное производство было окончено. Следует отметить, что взыскание со счетов гражданина не производилось. Судебный пристав исполняет судебные решения, вступившие в законную силу. В данном судебном приказе дата рождения указана гражданина Б. Получается, неправильные персональные данные были указаны в судебном листе ПАО «Якутскэнерго», которые пытаются взыскать задолженность с данного гражданина. У них в базе данных имеются 2 жителя Якутии с идентичными персональными данными, а именно фамилия, имя и отчество, а также дата рождения. Разница лишь в годах рождения, и когда были переданы эти данные судприставам, ошибочно передали данные Николая, не уточнив другие сведения о гражданине, что и дало сбой в работе действующей системы. Почему бывают такие случаи и кто в этом виноват? В соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве требования к судебному приказу определяются Гражданско-правовым кодексом Российской Федерации, где требования о дате и месте рождения ИНН и другие идентификационные данные, они не требуются. То есть не обязательно. С 2022 года таких инцидентов станет меньше в связи с обновлением законодательных требований в отношении составления судебного постановления. Пока эти нововведения в связи с пандемией были заморожены и вступят в силу лишь со следующего года. Там уже после 2022 года будет обязательно указание иных данных, то есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и один из идентифицирующих признаков, то есть это паспортные данные, ИНН или СНИЛС. Это будет обязательно. А пока таких случаев на практике судебных приставов несколько десятков. Они просят, если вы столкнулись с данной проблемой, сразу же обращаться лично или через официальный сайт к судприставам, чтобы разобраться с ситуацией. Приставы уверяют, такие инциденты будут решаться в оперативном порядке, чтобы законопослушные граждане не пострадали от неправильной работы системы. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Для компании «Алроса» разработают передовые образцы аккумуляторной спецтехники без выброса углекислого газа. Тестирование отечественного оборудования марки «Арго» с экологической концепцией пройдет на рудниках в Якутии до 2025 года. Горно-шахтная техника на литий-ионных батареях. Уникальная разработка компании АРМЗ «Горные машины». Соглашение о сотрудничестве между горными машинами «Алроса» и Министерством промышленности и торговли России было подписано в конце декабря прошлого года. В целом, мощности завода позволяют производить до 50 единиц шахтной техники в год. В 2020 году выпущено 5 машин. В 2021 компания получила заказ на еще 8 единиц. Также инновационная техника «Арго» поставляется в Латинскую Америку. Себестоимость аккумуляторных погрузчиков на 20% ниже по сравнению с импортными аналогами. С таким темпом техническое перевооружение горнодобывающей компании в мире не делает никто. Мы пионеры в этом. И сегодня речь идет о создании отечественного продукта для «Алросы». Наша компания планирует для «Алроса» спроектировать, разработать погрузочно-доставочные машины взамен тех импортных аналогов, которые они сейчас закупают.
В Ленском районе в этом году продолжает действовать программа по поддержке молодых специалистов. Одним из основных ее пунктов остается выплата так называемых подъемных. Это средства, призванные помочь обосноваться на новом месте. В 2021 году основной упор сделан на систему образования, рассказывает Светлана Балеева. Сегодня в сфере образования Ленского района наблюдается нехватка специалистов, поэтому все средства программы решено направить на поддержку молодых педагогов до 35 лет. У нас есть две категории специалистов. Это специалисты, которые прибывают из других регионов, приглашают их руководители учреждений. И также наши ученики, которые жили на территории Ленского района, выехали в другие города, получили высшее образование, прибыли обратно в родной Ленский район и первое место работы в наших образовательных учреждениях. Программа выдачи подъемных в Ленске действует уже несколько лет. Последние 2 года сумма, заложенная на их выплату, увеличена вдвое и составляет около 5 миллионов рублей. Это связано с тем, что в район стало прибывать больше работников бюджетной сферы, чем ожидалось. Но, несмотря на это, проблема с нехваткой педагогов так и не решена. С 2019 года в район стало прибывать, по сравнению с предыдущими годами, больше специалистов в наши приоритетные учреждения. Так, в 2017 году, в 2018 у нас получили материальную выплату по 17 специалистов, а в 2019 году 28 и в 2020 году 30 специалистов. В школах нехватка специалистов-предметников, математиков, русоведов. Также не хватает психологов, соцпедагогов, в детских садах логопедов. И поэтому сделали акцент на образовании. За все эти годы 110 приезжих специалистов получили подъемные, каждый сумму 150 тысяч рублей. Среди них и педагоги. Прасковья Гоголева, психолог 3-й городской школы, приехала в Ленск в 2018 году. В ноябре прошлого года девушка тоже получила подъемные. Но очень приятный бонус, что город Ленск оказывает такую поддержку молодым специалистам. Это очень приятно. По работе предоставили муниципальное жилье, оно находится возле 2-й школы. Теплый, хорошенький 2-комнатный домик. И подъемные выделили, и, соответственно, на эти подъемные мы купим мебель. Подъемные выдаются сразу по приезду специалиста, но существуют обязательные условия. Педагог должен отработать в районе 3 года, иначе деньги придется вернуть в полном размере. В течение 3 лет я буду работать здесь, в этой школе. Мне очень понравился город, чистый, компактный, скажем, люди добрые, приветливые. Надо сказать, что Ленский район единственный в республике, где действует программа финансовой поддержки специалистов. Буквально на днях подъемные будут выданы еще 6 молодым специалистам, но уже с учетом изменений программы, в их числе только педагоги. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Остров Сахалин сквозь время. Выставка с таким названием открылась в музее «Россия. Моя история» в рамках нацпроекта «Культура». У Якутии давние и тесные связи с Сахалинской областью. Именно Якутск был форпостом при проведении экспедиции по изучению Сахалина, Курил и Аляски. А уроженцы Якутии, купец Дмитрий Винокуров и геолог Филипп Павлов внесли огромный вклад в развитие региона. На открытии выставки побывал наш корреспондент Александр Хавренко. Чуть более 100 лет назад остров Сахалин был местом обитания каторжников. Сегодня же Сахалинская область является одним из самых быстро развивающихся регионов России. На выставке, открывшейся в музее «Россия. Моя история», посетители могут по фотографиям и документам проследить путь развития региона. Лучше знать Россию, наших соседей. И сейчас, я думаю, в связи с пандемией, наверное, у нас еще одна дополнительная возможность открывается, чтобы больше посещать наших соседей, узнавать жизнь, как живет наша страна, в разных уголках, собственно, да. Вот. Поэтому я приглашаю всех посетить жителей Якутии, посетить нашу выставку и увидеть то, о чем писал Антон Павлович Чехов 100 с лишним лет назад, и посмотреть то, что сейчас представляет собой современный Сахалин. Связи нашей республики с Сахалином действительно крепкие и охватывают многие аспекты культурной, спортивной, социальной и экономической направленности. К нам регулярно обращается руководство Министерства культуры Сахалинской области. Мы вместе реализуем различные
событийные проекты. И, конечно же, нам очень важен их опыт, который они как раз-таки сегодня могут представить через эту выставку. Поскольку вот эта выставка, она ознакомит широкого зрителя с тем, на каком уровне развития находится Сахалинская область сегодня. Всех, кто интересуется историей, географией и природой нашей страны, выставка должна заинтересовать. И, может быть, после ее посещения для кого-то остров Сахалин станет немного ближе. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Берегите себя, не забывайте носить маски, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.